В селении Вознесенское завершили реконструкцию двух кладбищ мусульманского и христианского. Работы провели за счет средств благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева. В этом году планируют благоустроить 40 мусульманских и христианских кладбищ. На каждом объекте проводится индивидуальный объем работ. Репортаж Идриса Ижиева. Благодарность местных жителей – лучший показатель качества проведенной работы. Сделано действительно многое. Буквально каждый уголок этого кладбища в Вознесенском благоустроили и привели в надлежащий вид. Лучше всех о работе расскажет подрядчик Халид Хамхоев. Он контролировал ход благоустройства с первых дней. Здесь установлен фундамент армированный. Как видите, здесь установлен забор металлический, очень качественный. Все, что запланировано по проекту, мы здесь все выполнили. Более того, мы учли еще несколько моментов, которые по желанию местных жителей, особенно духовенства, потому что это специфический объект, поэтому нам пришлось чуть-чуть добавить, учесть мнение местных жителей. А так, в принципе, все вопросы по проекту здесь выполнены. Особенно местное население довольно этим, и мы сегодня сдаем этот объект. Территория мусульманского кладбища 400 квадратных метров. К его реконструкции приступили в апреле этого года. Здесь похоронены люди различных ингушских тейпов и других национальностей. Ровно половина турки здесь похоронены, и чеченцы, и ингуши есть здесь. У нас разницы нету, турк, чечен, ингуш. Альхамдулилlah, мы мусульмане. Слова не могу найти. Такое кладбище нам поставили, вот вокруг сделали забор, все сделали. Благодарим вам. Очень даже большое благодарю я Микаила Саварбековича, чтобы такое кладбище, такой забор сделал для нас. Вот, пожалуйста, никогда такой мы во сне не видели, вот сейчас видим. Обновление кладбища полностью завершено. Теперь главная задача местных жителей – поддерживать его в чистоте и порядке. Мы сегодня находимся на кладбище, христианское кладбище Вознесеновское. Здесь завершены все работы. Мы бы хотели сегодня передать ключи, кто будет ответственен за это кладбище. Так, официально передаем вам ключи, чтобы вы владели дальше и смотрели за хозяйством. Благодарю. Порядок сельчане гарантируют. Кстати сказать, в данном селении полностью обновили и христианское кладбище. Появились ограждения, ворота, подъездная дорога и стоянка на 30 машин. Работы здесь официально завершены. Когда мы первый раз сюда подошли, тут было невозможно смотреть. До того тут было заросли, невозможно пройти, запущено до невозможности. Даже мы ужаснулись, неужели это можно сделать в первую очередь. Особенно дождливую погоду тут невозможно было подъехать. До того трудные условия были при строительстве вот этой кладбища. Казалось бы, что-то только один забор, но вопросов очень много возникало по ходу строительства. Неучтенные даже были у нас, нам говорили, хватит, но мы сделали хозпостройку, поставили обувочистку, урны, дополнительные кресты. Вот где не хватало дополнительные ограждения, где-то оставили, убрали, подкрасили, а где-то мы сделали новые ограждения, новые кресты поставили. В общем, работа очень огромная произведена здесь. За ходом работ с первых дней активно наблюдали и местные жители. Они не скрывают радость из-за внимания со стороны благотворительного фонда и руководства республики. В честь завершения благоустройства территории Валентина Кузнецова написала стихотворение. Прошло уж больше 3 десятков лет. Как быстро эти годы пролетели. Республика в процессе важных дел. Да, много что за этот шаг успели. Хочу отметить добрые дела властям от Бога. Это Калиматов и Гуцериев, благодетель наш. Низкий поклон вам. Ваше дело свято. Такой подарок вы преподнесли всей нашей Ингушетии любимой. Всех-всех, живых и мертвых вы учли. Все нации не обошли вы мимо. От всех ныне живущих на земле большая благодарность за все это. Ведь мы и не мечтали вообще, что кладбище будет таким, как это. Все, кто уже давно здесь не живут, прослышали, узнали с интернета. В республике все новшества идут. Низкий поклон от всех людей за это. Большая благодарность всем, кто принял участие в этой работе. Администрация селения тоже следила за процессом строительства, подсказывала и оказывала необходимое содействие. Работа проведена была огромная. Я выражаю огромную благодарность от администрации, от всего русскоязычного населения за то, что вот уделили внимание такое.
главе республики и Микаилу Саварбековичу Гуцериеву. Напомним, что масштабная реконструкция кладбищ по всей Ингушетии ведется в рамках договоренности главы региона Махмуда Али Калиматова и основателя благотворительного фонда «Сафмар» Микаила Гуцериева. Всего в 2023-м планируют благоустроить 40 кладбищ, 30 мусульманских и 7 христианских. Идрис Ижиев, Хамзат Халухоев, Новости 24.